Вирус меняет название и расширяет территорию распространения. Сейчас доминирующим в стране и мире стал омикрон, у которого более высокая контагиозность. В группе риска не только пожилые и лица от 18 до 50, но и дети. С 7 по 13 февраля в Ингушетии прирост заболеваемости составил 32%. На сегодняшний день на госпитализации в лечебно-профилактических организациях на территории нашей республики находится 357 человек. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом 194. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 35 пациентов. Из них 24 человека находятся на искусственной вентиляции легких. Из всех на амбулаторном лечении находится 4453 человека. Когда коронавирус наступает, приходится действовать быстро и жестко. Мышечные и головные боли, боли в горле и температура. При первых же симптомах, похожих на ковид, нужно обратиться к медикам, потому как даже отрицательный тест не доказательство того, что вируса нет в организме. Человек заболел, он может первые 2 сутки в верхних отделах быть штамм, а если уже он болеет более 5 дней, уже вирус спускается в нижние отделы легких, и уже тест может не определить, что у вас есть коронавирус. По словам специалистов, с каждой новой волной у людей появляется все больше антител к ковиду, но риск подхватить коварный вирус все равно есть, поэтому элементарные меры предосторожности никто не отменял. Вакцинация в этом вопросе остается самым эффективным способом предотвратить заражение или облегчить течение коронавируса. Обычные симптомы, как и при ОРВИ и гриппе, это заложенность носа, боли в горле, сухой кашель. Как говорят специалисты, март должен стать переломным месяцем в борьбе с омикроном. Чтобы замедлить эпид-процесс, необходимо соблюдать ограничительные меры. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.